Уважаемые коллеги, мы опять начинаем сегодня заседание нашей экспертной комиссии по отбору тем на проект «Главный вопрос». Поступило 80 вопросов в этот раз. Два вопроса я отобрал, получается, они касаются города Якутска, нашей столицы. Первый вопрос – это когда начнется полномасштабный снос 17-го квартала и будет ли он вообще, и кто этим делом занимается. И второй вопрос – когда в Якутске построят онкоцентр. Я отобрала. Первый вопрос касается цен на квартиры при ипотеках. Средняя заработная плата у простых работников довольно маленькая, а цены на квартиры с каждым годом, естественно, растут в зависимости от инфляции. Не стоит ли пересмотреть этот вопрос? Второй вопрос касается также жилья. Предусмотрены ли субсидии или любая другая помощь в проведении газопровода к частным домам в черте города Якутска? Я отобрала два вопроса. Во-первых, это вопрос из Сунтарского улуса. Так, оказывается, там закрыли филиал Россельхозбанка из-за какого-то недобросовестного работника. Такой вопрос. Неужели невозможно было найти ему замену, а скорее закрыли филиал Россельхозбанка? И теперь товаропроизводителям сельхозпродукции приходится ездить в город Нюрбу. Это 170 километров от села Сунтар. Так, и второй вопрос по теме связи интернета. Так, вопрос поступил из села Походск. Так, у нас в селе Походск есть интернет Ростелеком. Скорость очень низкая и периодически пропадает. И они, оказывается, оплачивают каждый месяц от 4 до 8 тысяч рублей. У меня вопрос тоже касается связи. Сегодня оптоволоконной связью пользуются жители населенных пунктов, расположенных вдоль федеральных автодорог. Для улучшения качества связи будут ли применены похожие технологии, имеется в виду оптоволокно, для отдаленных наследников? Второй вопрос по строительству дороги. Строительство зимника Черские границы с Чукоткой ведется уже 3-й год. Работа будет продолжаться. Нельзя ли ускорить строительство этой межрегиональной дороги? Ее ввод позволит загрузить мощности Зеленомысского речного порта, дать работу многим нижнеколымчанам.